22-й выпуск выходящего раз в 2 года турецкого академического журнала уйгурских исследований в Турции встретился со своими читателями. За 11 лет в 22 номерах журнала опубликовано 210 статей. Статьи включают академические исследования по таким темам, как уйгурская история, язык, литература, фольклор, искусство, социальный статус, окружающая среда и политическое положение уйгурской и другой национальной интеллигенции во всем мире. Главный редактор журнала, профессор народной литературы университета Невшехир Хаджи Бекташвили Адемугер отметил, что Международный журнал уйгурских исследований стал богатым академическим архивом. Правообладатель и главный редактор журнала, профессор Центра исследований тюркского мира Эгейского университета Алимеджан Инает заявил, что в 22-м номере этого онлайн-журнала опубликовано 8 статей и 2 рецензии на книги по уйгурскому языку, литературе, фольклору, истории и культуре. Китай занимает первое место в списке приоритетов Америки. Желая предугадать следующий шаг гигантской экономики, Америка требует, чтобы ее агенты выучили китайский язык. После 2020 года ЦРУ поставила Китай на первое место в списке своих приоритетов. Значительная часть годового бюджета учреждения в размере $100 миллиардов была выделена на его деятельность в Китае. Сотрудники, участвовавшие в контртеррористических операциях после терактов 11 сентября и отвечавшие за наблюдение за Афганистаном и Ираком, теперь следуют за Китаем. ЦРУ даже создала отдельное подразделение под названием «Китайский миссионерский центр». Президент Уильям Бернс сказал, что это единственное подразделение, сосредоточенное на одной стране. На 7-м этаже штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли каждую неделю проходят встречи по Китаю. Однако, несмотря на все эти усилия, возможности Америки получать новости из Китая очень ограничены. Как сообщает австралийский национальный канал ABC News, 28 декабря стало известно, что Австралия начала расследование утверждения о том, что китайское приложение TikTok собирало личные данные пользователей и сливало их в Китай в нарушении соглашения о конфиденциальности. Согласно информации, ожидается, что расследование сыграет важную роль и будет полномасштабным. США заявили, что китайский высотный аэростат был подключен к интернету американской компании. По данным NBC News, неназванные представители американской разведки утверждали, что китайский воздушный шар получил услуги от американской интернет-компании для обеспечения своей коммуникационной сети. Официальные лица заявили, что воздушный шар использовал интернет американской компании как для отправки информации, так и для получения информации из Китая. Объем экспорта зерна из Казахстана в Узбекистан достиг порядка 2 миллионов тонн. Согласно данным, предоставленным общественности Национальным бюро статистики РК, за первые 10 месяцев 2023 года Узбекистан увеличил импорт зерна из Казахстана на 40%. После того, как Болгария и Румыния стали членами Европейского Союза в начале 2007 года, был достигнут значительный прогресс в достижении их долгожданной цели по вступлению в Шенгенскую зону. Сообщается, что 2 страны присоединятся к Шенгенскому соглашению по морю и воздуху с 31 марта 2024 года.